Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Чего уже не изменить? Что ждет и что точно с вами будет? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим, чего не изменить. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, чего же вам не изменить и что точно будет? Видите этого кита? Вот он, кит, с таким шикарным хвостом. Кит, который плывет к вам в руки. А вы так вроде смотрите с опаской на этого кита, да? Что с ним делать? Сделать вид, что я его не замечаю, либо схватить. Но вы на самом деле уже ничего не сделаете, он плывет, потому что он ваш. Он вам предназначен, этот кит. Это не просто рыба, это кит. Кит, представляете, вот размеры рыбы и кита. Кстати, еще по китам желания исполняют. Самые заветные, самые вот такие, знаете, недостижимые. Из серии там фантастики. У одних отыграется это деньги, большие деньги, это благосостояние, это богатство, возможность шикануть, да, жить на полную ногу, ни в чем себе не отказывать. Новый образ и уровень жизни. Вот так вот, кратко. Новый образ и уровень жизни. Ну и кит — это самое заветное желание. Самое заветное и самое несбыточное желание. Плывет к вам, плывет к вам. А я вам скажу, каким образом. Видите, тут динозавр стоит. Вы в прошлом очень много хорошего сделали. Вы в прошлом себе уже все заработали. Заработали этот хороший уровень жизни. Заработали исполнение вашей самой смелой мечты и вашего самого сокровенного желания. Плывет к вам в руки. Да, он небольшой. Небольшой. Ну, вы сами видите, да, размер вашей фигурки, размер этого кита. Но тем не менее, он плывет. Он плывет. Здесь явно идут очень хорошие, качественные улучшения вашей жизни. Рост вашего благосостояния. Ну, кто-то миллионером станет, а кто-то просто вот выйдет в средний класс, да, и будет жить себе припеваючи, ни в чем себе не отказывая. Вы все разные, понятно, что исходники у вас тоже разные. Вот, плывет, все, его уже не остановить, это уже не изменить. Вы все себе заработали. Вы умнички, вы молодцы. Не думайте, что высшие силы не видят ваших страданий. Не думайте, что высшие силы не отмечают вашей доброты. Все везде записывается, поверьте. Наградят так наградят. Ну, тут по-другому быть не может. Вы свое уже, ставлю акцент именно на слово «уже», заработали. Так, чуть ниже. Лодка причалила к какому-то острову с правой стороны. Первый выходит мужчина, а женщина до сих пор сидит в лодке. Ну, мои хорошие, что сказать? Опять же, вы все разные. У одних так и отыграется, что сначала мужчина куда-то уедет, переедет, как на новое место, а потом вы уже доезжаете. Сначала он как первооткрыватель, да, приедет, как все подготовит, и вы уже к нему приедете. А у других отыграется, что мужчина где-то очень далеко, да, на другом краю мира, да, на другом континенте. И он вас ждет вашего приезда и будет готовиться к вашему приезду. Но с правой стороны это ваше событие, именно для женщины идет. Мужчина все готовит, подготавливает, женщина приезжает на все готовенькое. Либо мужчина где-то там уже ждет, весь такой в запаре готовится, ждет, пока женщина приплывет.
Ну, судьба переехать, съехать, жить в новом доме, на новом месте, в новой, не знаю, ну, стране, наверное, на новом континенте. Ну, хороший на самом деле знак. Здесь чайка летает. Чайка. Обещает вам, кстати, и любовь, и счастье, чтобы вы для себя понимали. На этом острове, на этой земле, на новой земле очень плодородная почва. То есть там, что нет книг, все вырастет, расцветет, там урожай, плоды. Очень хорошее место. Однозначно переезд. Переезд и у кого-то прям с личной жизнью связано, да, что вы и мужа найдете, и на новое шикарное место переедете. А у кого-то отыграется, что вы уже с существующим мужчиной, переехав на новое место, начнете новую жизнь с чистого листа при новых обстоятельствах, на новых условиях. Жизнь, когда вам никто не мешает, никто палки в колеса не ставит, где нет тех проблем, которые в сегодняшнем дне разрушают вас и ваши отношения. Опять же, вы все разные. Так, идем дальше. Огонь. В огонь кто-то подкидывает бревна, и огонь разгорается все больше и больше. Огонь. Но это что-то связано, скорее всего, с вашей реализацией. Или вашими талантами, способностями. Вы у меня все разные, отсыпка у нас общая. Явно будет человек рядом с вами, придет такой человек, да, учитель, проводник, наставник, который проведет вашу распаковку, который подкинет дровишек в костер, чтобы пламя становилось все ярче и выше. Возможно, вы действительно очень талантливый человек, у вас неординарные способности, у вас креативные идеи, но вы то ли стесняетесь, то ли в силу каких-то обстоятельств не можете себя раскрыть и реализовать. Придет тот, кто вам поможет, кто заставит. У кого-то заставит, у кого-то поможет. Вы все разные. Каждый нуждается в своем, но дровишек явно подкинет. И костер прям такой огромный, яркий, теплый. Много тепла идет от этого костра. Прошлое, динозавр. Прошлое. Ну, какое-то прошлое, которое вы отпустить не можете. И делаете очень большую ошибку. Вы обижены на свое прошлое, обижены. Вы смириться с этим не можете, вы принять не можете. Но вам важно понять, что пока вы в этом противостоянии со своим прошлым, вы не можете двинуться дальше в будущее. Ваше прошлое, оно самое тяжелое, оно самое несчастное. Но там очень много уроков, которые вы должны вынести. Пока вы не примете свое прошлое вот таким, каким оно было, без обид, без там каких-то, знаете, поз, без каких-то предъяв, вы не двинетесь в будущее. Прошлое уже нельзя отменить, нельзя стереть память, нельзя вернуться назад в прошлое и все это переделать, переиграть. Что было, то было. Может быть, вы где-то были в чем-то неправы. Может быть, кстати, так оно, наверное, есть. По отношению к вам люди были неправы. Вынесите урок, поблагодарите свое прошлое, его отпустите. Прошлое вас сковывает, вам это очень сильно мешает. Найдите в себе силы абстрагироваться от своего прошлого и отпустить. Это очень важно. И еще у кого-то так и отыграются, что ваши проблемы по здоровью связаны с вашим прошлым. Вернее, с неумением его проработать и отпустить. Так, с левой стороны. Скелет от рыбы. Большой, кстати, скелет. Но это какие-то долги, кредиты. Это то, что вы все время отдавали, то, чего вы лишались. Как будто бы в топку деньги кидали, да? Ну, кредиты, скорее всего. Долги, кредиты. Постоянно вот отдаешь, и непонятно, зачем работаешь, да, если ты все отдаешь. Вроде деньги получаешь, но где они? Они сразу все в скелетики превращаются. Да, деньги в топку. Деньги в топку. Не сейчас, не в самые ближайшие там, дни, может быть, не в самые ближайшие месяца, но тем не менее вижу, что вы закроете и вот это долговое ярмо с себя скинете. У кого-то отыграется, что верный пес рядом, кто-то помогает, поддерживает, а у других отыграется еще и какое-то знание либо закон,
какая-то возможность, лазейка, например, там в законе, чтобы с себя это все скинуть. Так, у одних получается, вам помогают, верный друг, верный партнер помогает вам избавиться от этого долга кредита, закрыть его. А у других еще плюсом идет какая-то лазейка в законе. Правила, законы, распоряжения, которые вы можете воспользоваться для того, чтобы закрыть эти все кредиты и от них избавиться. Опять же, вы все разные. Но скелетик с левой стороны — это то, чего вы не ждете. Может, так и думаете, что буду всю жизнь работать на долги, на кредиты, никогда не отдам. Либо вы думаете, что это невозможно, да, скинуть с себя это ярмо. Нет, нет, скинете, 100% скинете. Так, и еще девушки, женщины. Это не для всех, а для кого-то конкретного. У вас какой-то старинный друг, мужчина, которого вы знаете очень много лет. Здесь речь идет именно о годах. Человек, который всегда был верным другом, надежным товарищем. Вот он, вот знакомое лицо, да, роднулечка ваш. То есть вы там дружили, может быть, лет 5, 10, 15, кого-то и 20 и больше. Потом окажется, что вот он вас всегда любил. Он сделает вам такое предложение, от которого вы просто не сможете отказаться. Ну вот идет мне, что кто-то из моих дорогих зрительниц сойдется с очень хорошо знакомым человеком. Прям сойдется. И очень счастливой станет. Очень счастливой. Сначала для вас, возможно, это будет дико. Вы скажете, да как же так, мы же друзья. А потом любовь придет, и счастье придет. Все замечательно будет. Очень хорошая, кстати, теплая картинка. И еще я вижу, что этот мужчина, он что-то вам от себя дает. От себя дает. Может быть, какое-то имущество на вас перепишет, отпишет. Он какой-то поступок, жест, вот широкий жест, красивый поступок совершит. Ну, как говорится, дай Бог, да, главное, чтобы вы счастливы были. Так, чуть выше. Птичка. Перелетная, решает остановиться. То есть такая, мне некуда больше лететь, вообще нет желания лететь, хочу обосноваться. Но я так понимаю, что человек, который ветреный, который постоянно вот в каком-то движении, в поиске, да, перелетная птица, постоянно меняет локацию, меняет место. Желание остановиться, желание осесть на одном определенном месте. Вам сложно будет в это поверить, до конца будете сомневаться, но, тем не менее, человек оседает на одном месте. Не могу сказать, кто это человек вам, жених, может быть, жених вашей дочери, может быть, это кто-то из ваших родственников, да, который постоянно в каком-то движении находился. Осядет в одном месте, совьет гнездо и станет очень таким домовитым и семейным человеком. Вы радоваться этому очень будете. Очень-очень будете радоваться. Мужчина поймал огромную щуку. В правую руку поймал. Ну, тяжелым трудом. Много придется, конечно, пахать, работать, вспахивать, перепахивать. Легко не дастся вам эта щука. Но она просто гигантская. Вот он мужчина, и вот она щука. Да, как два мужчины. Ну что, мужчина, работа вас ждет, много работы ждет. Легко не будет, сразу предупреждаю. Но эта работа того стоит. Вы все себе сделаете, вы все себе заработаете. Здесь речь идет не только о деньгах, но и о карьере. Сделать карьеру, сделать себе имя. Да? Здесь в долгую, работа в долгую. Но с лихвой все окупится. Каждое ваше усилие, каждая минутка, которую вы потратите на это дело, с лихвой для вас окупится. А для женщин это богатый муж. Ну а для женщин это богатый муж, либо богатый зять. Хороший знак, а почему нет? Да, он будет много времени посвящать работе, но он будет хорошо зарабатывать. И он действительно, ну вот с головой человек, с руками, с головой. Не с друзьями там бухать, либо еще что-то другое делать, а именно работа. Человек занят работой, сосредоточен на работе. Хороший пример для детей, для внуков. Ну, почему нет? Да, будет много работать, но и зарабатывать хорошо будет.
Ну и мешать вам, соответственно, не будет. Да, хороший знак. Так, еще мне показывают женщину, телефонная трубка в руках. Какое-то невероятно радостное сообщение вы услышите именно по телефону. Вы в горизонте сейчас, вы не ждете, не надеетесь, либо надежда умерла. Да, как там, надежда умирает последней, у вас уже умерла. Но будет телефонный звонок, и, смотрите, счастье, птица счастья прям садится вам на голову. Какую-то невероятную новость услышите. И сразу, да, картинка поплывет. Ну, состояние как в сказку попало. Да, телефонная трубочка. По телефону. Самое яркое, радостное, счастливое событие идет. Да? Сообщение о таком событии. Именно для женщины. Меч брошен в землю. Закончена война. Закончен какой-то спор, выяснение отношений, вражда. Что-то будет закончено. Знаете, что показывает? Здесь нет победителя, здесь нет проигравшего, здесь есть тотальная усталость. И нет сил, нет желания, никакого стимула продолжать дальше. Сильный бросает меч в землю. Но он так бросает, как будто бы предупреждает, что в любой момент, да, я могу этот меч опять поднять. Мир на каких-то условиях, которые, в принципе, они ни о чем. Здесь нет выигравших, проигравших, здесь нет победителей, здесь нет радости от того, что это все закончилось. Но есть вот такой общий выдох, все-таки, фух, ну хорошо. Ой, как хорошо, ой, хоть немножко отдохнем, да, выдохнем. Не знаю, какое-то событие. Может быть, вы с кем-то конфликтовали, может быть, семьи конфликтовали, может быть, это борьба какая-то, может быть, преследование по закону. Опять же, вы все разные. Но, видите, меч будет брошен. Даже не меч, это какая-то страшная штука, колющая, режущая. Бросается как предупреждение. В любой момент я могу продолжить, да, что вот не лезь на рожон, не беси меня. Но, тем не менее, смотрите, общее успокоение придет. Общее успокоение. Конфликт, какой-то глобальный, серьезный конфликт закончится. То, что долго беспокоило. Мне вообще кажется, что это какая-то вражда между людьми, либо семьями. Но оно закончится. Причем, знаете, как-то резко и неожиданно. Резко и неожиданно. Но, тем не менее, вижу, что все выдыхают. Я не вижу, что люди счастливы, довольны. Но вижу, что все выдыхают. Просто как насущная необходимость это все закончить. Нет сил продолжать. Вот так идет. Либо бессмысленно продолжать. Вроде как и спорили, ни о чем, грубо говоря, не договорились, но закончили. Потому что нет сил и желаний продолжать. Все устали, все выдохлись. Как говорят, лучше плохой мир, да, чем хорошая война. Вот как раз-таки главная картиночка, она об этом. Вам это облегчение все-таки несет. Облегчение, и как нервная система, что ли, успокаивается. Постоянный надрыв и стресс уходит. Вот, все-таки есть польза в этом. Видите, пень. Пень старый, разбитый, но на нем отрастает новая веточка. Да, она новая, но она маленькая и хрупкая. И даже от сильного порыва ветра она может сломаться. Берегите свой мир, берегите свое здоровье, берегите свои начинания. Вообще, знаете, по этому старому пню у кого-то так и отыграется возобновление либо восстановление отношений, которые считались вот напрочь уже утраченными, погибшими. Восстановление отношений. Очень хрупкий мир, да, хрупкое восстановление. Надо беречь, нужно прям хранить этот мир, хранить вот это новое начинание. Так, еще вижу человека, которому по судьбе каким-то делом, бизнесом, даже не делом, бизнесом заниматься. Причем я вижу, что поначалу вы как один либо одна все на себе тянете, а потом у вас потихонечку как прибавления идут, как люди приходят. Либо вы
нанимаете сотрудников, либо вы, может быть, в семье там как-то семейное дело организуете. Никто в вас сначала не верит. Даже когда результаты пойдут, все равно все будут так кривиться, скептически на вас смотреть. Но потом все будут желать посотрудничать, поработать с вами. Если вы сейчас задумались о каком-то новом деле для себя, берите, делайте. Это дорога в долгую. Со всеми вытекающими. Сначала вы долго ждете результатов, доходов, но потом очень долго с этого дела получаете и результаты, и доходы. Да, возможно, даже детям своим будете по наследству передавать. Хороший момент. Так, кто у меня долго катался на черепахе? Такой вид транспорта, черепаха, да? Очень медленно и размеренно. Вижу, что будете менять черепаху на коня. На коня. Это хороший знак. То есть, во-первых, будут ускоряться дела, будут ускоряться процессы. А может быть, правда, у вас старенький автомобиль, который еле-еле ездит. Может, вообще на скутере ездите. Да, а хочется побыстрее. Есть такая потребность. Вижу, что поменяете на коня. Конь такой, знаете, резкий, дерзкий, быстрый. Хороший знак. Так, и в самом венце. Смотрите, видите эту дверь? В стене откроется вам дверь. Это переход. Переход на новый уровень жизни. Переход на новый уровень развития, сознания, значимости. У вас явно он запланирован. И он точно вас ждет. Выйти за рамки сложившейся ситуации. Видите, здесь у вас показан кит, а здесь переход. Мои хорошие, жизнь будет меняться, причем меняться в лучшую сторону. Это однозначно. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.